Мы сейчас находимся в столовой детского лагеря отдыха Каландрашвили. Смотрите, какая большая столовая. Здесь примерно на сколько человек, я так посмотрю? 200-300, 250-300. Опа. Здорово. А подойти можно там? Сегодня, сейчас тихий час, да? Да, сейчас. Да. Ну, там, наверное, это тихий час, да? Вообще, сколько раз в день дети должны Питаются? Да. Ну, у нас пятиразовое питание. Получается, завтрак в 9 утра. Ага. Потом у нас идет обед в час. Ага. После этого вот как раз вот скоро в 4 выдаем полдники. Это у нас фрукты, соки и все такое. А потом ужин у нас в 7. И перед сном мы выдаем где-то в 10-10:30 поздник. Там у нас обычно молоко с булочкой или же пирожки вот нормальные. При такой энергии, что детям, может, все время кушать хотят? Да. Да вроде нет. Да, так не А жалко. хватает? Ну, конечно, но если печеньки-то привозят им родители, если что перекусить, они там перекусывают. Ну, вы за этим тоже следите? Да, конечно, мы запрещенные, вот, например, газированные соки, кола, там, вот это мы сюда запрещаем. А теперь подробнее. То есть здесь еще запрещено для родителей. Здесь запрещено что-то привозить, да? Конечно, Да. запрещенная еда называется. Это у нас Перечислите. чипсы, мучное, кондитерские изделия. То есть они, у нас же, получается, в корпусах нет холодильника, они могут испортиться за день и вызвать такие вот реакции неприятные. В принципе, живот заболит, все такое. Из-за этого мы придерживаемся только печеньями, такие сухие. И маленькими соками. И маленький сок 0,25 вот в таких коробочках. Я правильно понял, арбуз приедут, придется всем отрядом съедать. Сразу. Так, учтите, дорогие родители, Сразу. это понятно. И здесь еще как бы какая особенность этой столовой? Ну, как вы заметили уже, то, что Большая. очень большая. Это позволяет вам сразу несколько, всех Да, накормить. Сразу все, всех. все отряды. То Что есть если без посуда и очереди. все остальное, Всё или у них хватает. прикрепляется посуда, я вот не знаю. Нет, там посуда, она моется, выдается чистая, грязная моется. Ну, как обычно. То есть. Просто покажите нам столовую, чтобы действительно это было видно. На улице. Вот это вот, представляете, сколько народу здесь? Мама родная. Должно быть вообще-то. Сейчас поменьше. А сейчас, наверное, больше по итогам. Туда развернитесь. Сейчас вот проведена проверка. Ну, мы в основном такие вещи общепринятые проверили. Ну, хочется сразу спросить, как сказать, по отношению к другим, тяжелый случай или хороший? Ну, конечно, здания мы видим ветхие. То есть они построены в 60-х годах прошлого века, советского времени еще. Конечно, необходимо либо их сносить и строить новые, либо капитальный ремонт. То есть мы в одном корпусе увидели, что у нас окна не открываются. Вот, хотя бы капитальный ремонт необходимо делать. И еще одна проблема здесь выявилась. Здесь 180 мест единовременно может принять лагерь, но сегодня 35 всего школьников у нас в лагере. То есть примерно 20% всего наполняемости. Поскольку вот данный сезон, он коммерческий. То есть здесь не были субсидированы путевки, не были субсидированы, поэтому вот такая низкая наполняемость. Кусается, поэтому коммерчески не сильно оправданная, да? Я правильно понимаю? Ну да, потому что нужно субсидирование обязательно. Ну, в принципе, отношение родить-то понятно. Такие корпуса, я должен 40 тысяч платить. Не всегда, конечно, всем нравится. А вообще, как решить эту данную проблему? Данную проблему можно решить при помощи, скажем, шефов. Если какие-то крупные предприятия, возможно, смогут каким-то образом помочь данному лагерю и другим лагерям, если у них на это есть возможности. Да? То есть это детское игровое оборудование, которое мы здесь в принципе не видим, его почти нет. Это ремонт корпусов и другие проблемы. Ну, у нас есть крупные застройщики, ДСК, Куцемент, если так говорить. Ну, могли бы этим заняться? Конечно, могли, поэтому эту идею нужно продвигать. Мы заканчиваем свой эфир. До следующего лагеря. Сейчас в другой поедем.